Здравствуйте, меня зовут Тастемир Курмаш, я студент первого курса Атырауского политехнического высшего колледжа имени Саламата Мукашева. Я учусь на электромеханика. Наш проект, мое призвание — быть человеком. Сегодняшняя цель нашего проекта — осмыслить само понятие призвания и продемонстрировать примерами их жизни людей, которые осуществили свою мечту. Призвание — это такой талант, который становится твоим делом на всю жизнь. Найти свое призвание — это удача, ведь тогда ты будешь делать именно то, что тебе нравится, и результат будет очень хороший, потому что у тебя к этому талант. Но иногда не просто понять, к чему у тебя призвание. Сейчас мы будем изучать слово «призвание» и «предназначение». Призвание. Оно как спутник жизни. Его сложно найти сразу. Мария Фариса. Лучшая награда в нашей жизни – это возможность заниматься делом, которое того стоит. Теодор Рузвельт. Давайте теперь послушаем, что думают наши ровесники и наши учителя. Призвание – это притягательное направление жизненного движения, которое включает в себя множество целей разного масштаба. Предназначение – это миссия каждого из нас в этом мире. Это путь к реализации своего внутреннего потенциала для раскрытия способностей и талантов, данных нам при рождении. У каждого человека на свете есть свое призвание, свое предназначение. У каждого человека, во-первых, призвание тому, чтобы быть человеком. Мое призвание, я как педагог могу сказать, мое призвание – учить молодое поколение, прививать что-то новое, прививать лучшее, научить стремиться к большему. Призвание, я думаю, это наше призвание должно служить нашим целям. Призвание, я думаю, это, конечно же, предназначение. Мое призвание – нести молодому поколению знания, учить и воспитывать их. Я учитель в третьем поколении. Мой дед, отец моего отца, тоже был учителем русского языка и литературы, известным человеком, заслуженный учитель Казахской ССР. Отец мой тоже был учителем, вернее, он сейчас на пенсии, он учитель математики. Я пошла по стопам своих родителей, своего дедушки и выбрала профессию учителя. Я думаю, что это мое призвание. И я думаю, что призвание должно исходить из внутреннего голоса прежде всего, а не каких-то внешних факторов. Как говорил русский писатель Константин Паустовский, нельзя терять чувство призвания. Его не заменить ни трезвым расчетом, ни литературным опытом. И я считаю, что кто не рискует, тот, перефразируя известное выражение, кто не рискует, тот не узнает своего призвания. И поэтому я всем молодым людям, которые стоят перед выбором, как выбрать профессию, кем стать, как принести пользу для общества, для себя, для общества. Я думаю, прежде всего, как бы ни советовали родители, друзья, телевидение, как бы советы не были хороши, в любом случае человек должен прислушаться к своему внутреннему голосу. Внутренний голос его никогда не обманет, подскажет. Конечно, прислушиваться к советам, хорошим советам родителей, конечно, нужно изучать то, что они предлагают, изучать, смотреть, но тем не менее последнее слово, конечно, за каждой личностью. Последнее слово и за его внутренним голосом. Внутренний голос ему всегда подскажет, что ему выбрать, сделать правильный выбор. Всего доброго! Мы должны всегда придерживаться на общих человеческих ценностях, как истина, любовь, праведное поведение и внутренний покой. Тогда мы останемся человечными. Здравствуйте, меня зовут Яковлев Борис. Я студент первого курса Атырауского политехнического высшего колледжа имени Саламата Мукашева.
Наш проект состоит из 3 этапов. Сейчас мы начнем изучать 2 этап проекта. Благодаря проекту я поменял взгляды на жизнь. Я стал смотреть на окружающий мир совсем по-иному. По мнению родителей, я начал меняться в лучшую сторону. Глазами родителей я стал более ответственным, аккуратным и тактичным. Глазами друзей я стал более справедливым, веселым и терпеливым человеком. Я стал замечать то, что я стал более тактичным, общительным, ответственным и терпеливым. В свободное время я люблю слушать музыку, заниматься спортом, играть на гитаре и изучать много нового. Я думаю, что в жизни важно найти свое призвание и быть человеком. Когда человек находит себя, он начинает воспринимать мир по-другому. Здравствуйте, я Гадухин Владимир, я студент 1-го курса Атырауского политехнического высшего колледжа имени Саламат Мукашева. Я учусь на программиста. Наш проект «Мое призвание – быть человеком». Моя мама – стержень моей семьи. Все свои хорошие качества я перенял от нее. Она любит нас, заботится о нас и всегда поддерживает меня в трудную минуту. У нее можно всегда попросить совет. Она добрая и справедливая, на нее можно положиться. У нас в семье любят проводить время вместе, читать интересные книги и хотя бы за месяц прочитать 2-3 книги. Мы часто собираемся вместе на пикники или в парках, на свежий воздух погулять и поболтать. Вечером за столом все вместе обсуждаем прошедший день, помогаем друг другу с уроками, вместе делаем уборку, и тому подобное. Моя мама работает мануальным терапевтом. Мануальный терапевт – это тот человек, который помогает массажем устранить проблемы опорно-двигательной системы. Многие семьи, которым она помогла, приезжали к нам домой и дарили цветы, и выражали свою благодарность. Я горжусь своей мамой. Мама – стержень моей семьи. Наша героиня Марта Бериковна. Ее мама была педагогом, и с детства она играла в школу. Цель – стать хорошим педагогом, как мама, как наши университетские преподаватели. Благодарю судьбу за то, что у меня были прекрасные учителя, известные ученые в стране, говорила Марта Бериковна. В каждой семье есть ценности. Без традиций семейных, без понятия о настоящей семье, семья не может существовать как таковое. Где бы и с кем бы ты ни был, всегда оставайся человеком.